Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. После слов восхваления Всевышнего Аллаха и после того, как мы обращаемся к Аллаху и просим, чтобы Аллах ниспослал свой мир и благословение своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, мы с вами начинаем урок Аль-Бихару Захира фи Асбабиль Магфира, то есть бездонное море, глубокое море в причинах прощения грехов. И в прошлом уроке, машаллах, у нас было несколько причин прощения грехов, несколько причин. И вот самое последнее, что мы прошли, это ат-таква, богобоязненность. И мы с вами говорили, что несмотря на то, что во многих книгах и многие имамы переводят слово «иттакуллах», просто бойтесь Аллаха, но слово вот это страх, боязнь, бояться Аллаха, никак не передает смысл слова «таква» полностью. Потому что мы с вами говорили, что таква – это когда человек боится чего-то, то есть что-то может принести ему какой-то вред, и он устанавливает, чтобы защитить себя от этой опасности, он устанавливает какую-то преграду, закрывается этой преградой. Вот это установление этой преграды называется таква. Когда ты остерегаешься опасности через эту преграду. И вот что касается богобоязненности перед Всевышним Аллахом, мы опасаемся, несмотря на то, что мы любим Аллаха, несмотря на то, что мы поклоняемся, стараемся поклоняться Ему должным образом, у нас ни у кого нет гарантии, что нас не постигнет Его гнев. И ни у кого нет гарантии, что мы не окажемся в аду, в Его наказании. Поэтому пусть Аллах упасет нас. Поэтому мы должны создавать причины. Аллах Та'аля говорит: остерегайтесь моего гнева и моего наказания. Как остерегаться? Повинуясь приказам Всевышнего Аллаха, то есть выполняя Его фарзы должным образом и оставляя Его харамы, запреты. И богобоязненным человек может называться только тогда, когда он будет, альхамдулилля, выполнять Его приказы, фарзы и оставлять Его харамы. И мы с вами говорили, что богобоязненным не может считаться человек только за то, что он выстаивает ночные молитвы, потому что ночные молитвы, да, это показывает, что в сердце человека есть любовь к Аллаху, да, но это еще не богобоязненность. Потому что тот же человек, который выстаивает ночами молитвы, он может и где-то оставлять, Аллах сахласан, или пренебрегать обязательными молитвами. А мы знаем, что даже 1000 ракагатов, миллион ракагатов науафиль, дополнительных молитв не может заменить один пропущенный без причины, установленный шариатом, обязательный намаз, предписанный намаз. Поэтому богобоязненность возвращается, вот когда ты устанавливаешь порядок, где? В своих фарзах и харамах. Вот этим самым ты строишь забор и спасаешь себя, свою семью, призывая их к тому, чтобы они выполняли фарзы и оставляли харам. Вот это и есть таква. Следующая причина – аль-каулю садид. Правое слово, праведное слово, правильное слово. Можно по-разному переводить. Всевышний говорит: «Я айюхаллазина аману», о те, которые уверовали, иттакуллах. То есть вот здесь как раз мы можем перевести: бойтесь Аллаха, или же остерегайтесь гнева и наказания Аллаха. «Вакулу каулян садида», и говорите правое слово, говорите правильные слова. Тогда, то есть здесь идет форма «юслих лякум ахмалякум», то есть следующее слово, оно указывает на то, что вот это слово, этот приказ является условием. То есть если вы будете богобоязненными и будете говорить только правые слова, тогда Аллах «юслих лякум ахмалякум», тогда Аллах исправит и ваши деяния.
Если вы будете богобоязненными и будете говорить только правильные слова, тогда Всевышний исправит ваши деяния. Он поможет вам исправить деяния. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. И Он простит вам ваши грехи, если выполните условия. Да? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. И кто будет подчиняться Всевышнему Аллаху и Его посланнику, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Воистину он одержал великую победу. Не просто победу. فَوْزًا عَظِيمًا. Он одержал великую победу. Это сурат Аль-Ахзаб, 70 и 71 аяты. Вот это следующая причина прощения грехов. Когда мусульманин говорит только правые слова, только правильные слова, когда мусульманин молвит только истину, да, уста. И поэтому, что такое каулюн садид? Ученые говорят, каулюн садид, правое слово, это слово, содержание которого включает в себя только слова истины. Это может быть и дахват на пути Аллаха, когда ты призываешь людей к чему-то, к Аллаху, к его религии, так ведь, к одобряемому. Это и когда ты запрещаешь им мерзости, непристойности. Это когда ты восхваляешь Аллаха. Это тоже ученые говорят в тафсирах. Это каулюн садид, это правое слово, это хорошие слова, которые исходят искренне от сердца. Это и Коран читать, и так далее, и так далее. Это человек может говорить правильные, праведные слова своей жене, своим детям, своим братьям. Это все каулюн садид. И что касается языка, что касается слов, это действительно язык, слова в исламе. Действительно, ислам уделяет огромное внимание содержанию нашего языка, то есть занятием нашего языка. Что говорит язык мусульманина? Недаром говорят, язык черпало души, да? Вот когда иногда слышишь от людей разные некрасивые, непристойные слова, начинаешь их исправлять. И они как-то, желая себя как-то оправдать, они говорят, ну, у меня внутри все чисто. У меня все внутри чисто. То есть в сердце у меня все в порядке, я душой чист. Вот он там ангел, да, а на языках он бес, шайтан. Так ведь? Так не бывает. Так не бывает, потому что язык это как монитор компьютера. Компьютер, он там. Когда в 90-х первый раз мы увидели компьютер, нам не показали системный блок, нам показали только экран, я помню, в школе. Да? И мы все думали, что вот он, это и есть компьютер. Потом только до нас дошло, что этот экран, он только то, что воспроизводит. Воспроизводит что? Что находится там, глубже. То, что нам еще не показали, до чего мы еще не дошли. Так ведь? Здесь то же самое. Язык не решает. Язык просто воспроизводит. А на самом деле, вот та грязь, которая исходит от этого языка, она находится там, в сердце. Поэтому говорить непристойные слова, или же, как многие любят, материться и еще объяснять людям, что у него душа чистая, да, это просто глупость. Это просто лицемерие. Потому что язык всегда показывает то, что у нас внутри. То, что у нас внутри. Особенно, когда мы в гневе, да? Особенно, когда нас кто-то задел, так ведь? Потому что, машаллах, многие из нас, когда мы находимся в мечети, когда мы находимся в доме Всевышнего Аллаха, когда поклоняемся Ему, машаллах, все мы такие праведные, все мы такие ангелы. Но очень часто, когда среди нас происходят разные фитны, разные разборки начинаются, да, иногда как имам, слыша эти разборки, приходится слышать, что исходит из языков наших братьев, это очень плохо, это очень плохо. Это указывает на то, что у нас еще в сердцах очень много грязи, очень много грязи. Рассказывают же, как в деревне, говорит, мальчишка, ну это может придуманная вещь, может быть где-то это было, но в этом есть для нас хороший урок. Мальчишка подошел к хазрату, к деревенскому, а тот там что-то в мечети делает, молотком гвозди забивает.
И смотрит, он такой, улым, тебе что-то надо? Не, бабай, ничего не надо, я просто стою. Он так раз дальше. Потом останавливается бабай, ну, говорит, уж тебе же что-то есть, какой-то вопрос, может, что-то нужно. Нет, говорит, бабай, я просто, говорит, смотрю, что говорит имам, хочется знать, когда он ударяет по пальцу молотком, говорит. Что он говорит? Потому что на минбаре он еще может говорить то, что ему с муфтията отправили, да, то, что в книгах пишется. А когда молотком по пальцу ударяешь, то уже сердце начинает говорить. Ну, братья, это истина жизни. И обратите внимание, когда вы ударяете пальцем, что вы говорите? Бисмилля, субханаллах или что-то другое. Поэтому эта тема очень важна. Много книг пишут, много уроков дают ученые про это. Афатуль лисан. Вот эти беды и страдания, которые человек получает из-за своего языка. И язык действительно показывает нам то, что у нас внутри. И когда у посланника, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, некоторые мухаддисы, конечно, говорят, что это хадис заиф, когда у него спросили, аякунуль му'мину джабанан, может ли верующий быть трусом? Трус. Вот кто-то, машаллах, смелый, храбрый, а кто-то трус. Так ведь? У каждого есть свои плюсы и свои минусы, свои достатки и недостатки. И вот, когда у посланника, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, а может ли верующий быть трусом, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, да, может быть. Да, и мусульманин может быть трусом. Когда спросили, а якунуль му'мину бахилян, а может ли мусульманин быть жадным, скупым? Скупым. Кто-то щедрый, кто-то скупой. Так ведь? На что посланник Аллаха ответил, да, может быть. И мусульманин, и верующий может быть скупым, жадным. Тогда в третий раз спросили, а может ли быть мусульманин кадзабан, лжецом? На что посланник сказал, ля, мусульманин не может быть лжецом. Вот это показывает, что ложь, обман, да, это страшная вещь, и мусульманин всегда должен контролировать свой язык, контролировать свой базар. И в другом хадисе говорится, что каждое утро, когда человек достигает утра, все органы его тела начинают упрекать язык. Это вот невозможно представить, но это в хадисе посланника, саллаллаху алейхи вассалям, да? Каждое утро, перед тем, как только начинается жизнь человека, утром все органы тела начинают упрекать его язык. О, язык, побойся Аллаха, потому что все мы связаны с тобой. Если ты пойдешь по прямому пути, и мы пойдем по прямому. Если ты заблудишься, тогда мы тоже заблудимся. Поэтому все органы тела, они связаны с языком, и каждое утро язык вага слушает. А руки, ноги, все упрекает его. Побойся Аллаха, потому что мы все связаны с тобой. И еще есть хадис 3, «Талятат васая расуль». Этот хадис иногда называют 3 завещания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Все 3 не буду читать, потому что у нас тема не та. Третье как раз, второе завещание в этом хадисе, посланник Аллаха сказал, «Валя такаллям бикалямин та'тадиру минху гада». И не говори те слова, за которые тебе завтра придется оправдываться. Сегодня не говори те слова, за которые завтра тебе придется оправдываться. И это слово «завтра» мы можем представить как наше будущее, потому что очень много случаев, когда те слова, которые мы с вами сегодня произносим, эти слова являются причиной того, что у нас жизнь разрушается, семья разрушается завтра. То есть будущее разрушается наше из-за этих необдуманных слов. И второе значение «гада» – это судный день. Потому что в судный день очень многие люди, они будут раскаиваться, они захотят оправдываться перед Аллахом за те слова, которые они произносили. Поэтому посланник Аллаха всегда говорил, всегда не говорите, всегда не забывайте, что нельзя говорить сегодня те слова, за которые завтра тебе придется оправдываться. И ученые говорят, которые объясняют этот хадис, они говорят, вот очень интересное, слово, которое находится у тебя во рту, ты хозяин его.
Но как только слово покидает твой рот, он становится твоим хозяином. Это как во время никаха. Когда мы передаем невесту, дочку жениху, мы у кого спрашиваем разрешение? У жениха? Нет, жених принимает. А кто отдает? Отец. Почему? Вот мудрость шариата, мудрость ислама. Мы спрашиваем в первую очередь у отца. И отец, я такой-то сын такого, передал свою дочь такую-то, такому-то в жены. А потом жених принимает. Почему мы отца спрашиваем? Он же не отцовство передает. Отец, он всегда останется отцом. Что он передает? Он передает свою власть. Над девушкой, над своей дочкой кому передает? Жениху. Поэтому во время никаха меняется власть. Власть меняется, как в фильме. То есть до никаха хозяин невесты, женщины кто? Отец. После никаха все, муж. Муж. И поэтому мы спрашиваем у кого? У отца. Отец должен понимать, что он передает власть над своей дочкой кому? Жениху, своему зятю. И это очень важно. И здесь то же самое. То есть отец должен думать, кому он дочку передает. Потому что дочка должна будет жить уже с мужем. И когда говорит муж, она не должна говорить, ну ладно, я сейчас еще с братом поговорю. Все, муж сказал закон. Это шариат установил. Во благо семьи. И здесь то же самое. Здесь то же самое. Когда когда что-то человек захочет сказать, вымолвить словечко вот это, да, он должен подумать несколько раз, когда передает власть этому слову. Он на самом деле передает власть этому слову. Пока он в его власти, там внутри, как только он выходит, слово не воробей, не поймаешь, да? Все, уже слово начинает править, властвовать перед ним. Слово, он может решать его судьбу. Кого-то может погубить одно слово, кого-то может и поднять. И говорят же, был очень такой знаменитый хазрат, рахимахуллах, татарский хазрат, служил, Вафа хазрат. Это Джалиль хазрат рассказывал, но приводил его в пример. Вафа хазрат, Вафа хазрат. Он говорил такие мудрые слова. За те слова, которые я не стал говорить, оставил при себе, мне, не приходилось каяться. Но за те слова, которые я говорил, мне, очень много приходилось каяться. Поэтому мусульманин должен всегда взвешивать свой язык и всегда контролировать все свои слова. И когда Муаз ибн Джабаль получал советы, наставления от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пророк сказал ему много слов, и в конце он сказал, подытоживая свои наставления, он взял, показал свой язык и сказал, держи вот этот язык, держи его, держи, контролируй его. И тогда Муаз спросил, я Расулаллах, неужели в судный день мы будем отвечать еще за свои языки? И посланник Аллаха сказал, да потеряет тебя твоя мать, то есть горе тебе за такой вопрос. Многие люди, они окажутся в аду из-за своих языков. Из-за своих языков. Это хадис. Поэтому каулюн садид, только говорить, произносить только правильные, правдивые, правильные слова, истинные слова. Это обязанность каждого мусульманина. И, альхамдулилля, это причина прощения наших грехов. Идем дальше. Язык это такая тема, поэтому идем дальше. Аль-якин. Якин, то есть убежденность. Убежденность в своем имане, в своей религии, в своей акиде. Как передает Муаз, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ма мин нафсин тамут, ва хия ташхаду ан ла илляха илляллах, ва анни расулуллах». Любая душа, которая произносит, то есть которая умирает, произнося, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, ва анни расулуллах, и что я его посланник, то, что я посланник Аллаха, и это, если возвращается к его убежденному сердцу, «Илля гафар Аллаху лаху», Аллах обязательно простит ему грехи. Аллах обязательно простит ему грехи. То есть человек, который умирает вот с такой убежденной верой, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад его посланник,
убежденным сердцем, да, потому что иман – это есть убеждение. Если человек уверовал в Аллаха, уверовал в пророка, уверовал в книги Аллаха, уверовал в судный день, в рай, в ад, и в нем есть какая-то доля сомнения, это уже не якин, это уже не акида, это ван. Он предполагает. Когда у некоторых спрашиваешь, а вот как ты думаешь, есть он судный день, а есть он рай, есть он ад? Они говорят, ну, наверное. То есть он предполагает, он не уверен. Он не уверовал, получается. Он не уверен, потому что вера и сомнения, они никак не могут быть вместе. Они никак не могут быть вместе. Поэтому посланник Аллаха поставил условие, «Иля кальбин мукин», что это все должно исходить, возвращаться к убежденному сердцу. Вот эта убежденность, это есть причина прощения грехов. Следующая причина – истикама. Истикама – сират аль-мустаким. Ихдина – веди нас, сират аль-мустаким, по праведной дороге. То есть слово истикама означает правильная дорога, когда человек уверовал в Аллаха, и он идет по правильному пути. По тому пути, который Всевышний нам показал, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, когда давал наставление своим сподвижникам, он сказал: «Ашхаду индаллахи», я свидетельствую перед Аллахом, что любой раб, если засвидетельствует, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха, сидкан мин кальбихи, то есть от праведного, искреннего сердца, фумма юсаддид, то есть ученые говорят ястаким, то есть он будет идти по прямому пути, илля сулика фил джанна, он обязательно будет введен в рай. То есть если человек умрет на пути истикама, то есть будучи правдивым в своей вере, своему иману, своей религии, своему Создателю, то есть на пути истикама, то это будет причиной того, что Аллах обязательно простит ему грехи и введет его в райские сады. Поэтому, когда у посланника спросили насихат, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал очень короткий, но очень содержательный и очень сложный для претворения в жизнь насихат. Он сказал: «Куль, скажи, аманту биллях». Посланник Аллаха сказал: «Куль аманту биллях». Скажи, я уверовал в Аллаха. Каждый из нас может сказать такое. Так ведь? Мы там на никахах иногда заставляем молодым говорить, они там бумажки вытаскивают, сами не понимают. Да? Весь смысл-то не в том, что ты просто говоришь. Поэтому посланник Аллаха сказал: скажи, я уверовал в Аллаха, сумма стаким, и оставайся преданным этим словам. То есть живи по этим словам. Вот вторая часть насихата, она намного сложнее. Потому что ты сказал «Ля иляха илляллах», ты превозгласил, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Ты уверовал в Аллаха, а теперь сделай все, чтобы ты до смерти, до того, как ангел смерти придет к тебе и заберет твою душу, ты должен остаться на этом пути. А это намного сложнее. Вот это как раз есть истикама, когда ты остаешься на этом пути. Остаешься на этом пути. Вот это есть истикама. И это есть причина того, что Аллах простит нам наши грехи. Следующая причина – аль-хая. Хая, то есть это стыдливость, стеснительность. Когда у человека есть совесть, когда он умеет стыдиться, стесняться. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Аль-хаяу миналь иман». Воистину стыдливость, стеснительность, когда человек стыдится, когда ему стыдно, миналь иман, это показатель его веры. Это показатель его веры. Валь иману фил джанна. А вера где? Она будет в раю. А вера будет в раю. Валь бадау миналь джуфа. И непристойность, это есть наоборот, то есть как называется, бесстыжество, его испорченность, а все это будет где? Финнар, а все это будет в аду. Все это будет в аду. Поэтому мусульманин – это самый первый, кто должен отличаться своей совестью, своей совестливостью, стыдливостью.
Мусульмане должны уметь стыдиться. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел одного сподвижника, который бранил, ругал, осуждал своего брата, братишку, за то, что он там слишком стыдливый, у нас же иногда говорят, да ты слишком стеснительный, да ты ничего не добьешься в этой жизни. Ты будешь всю жизнь вот таким ходить, да, нужно быть это. То есть, когда посланник Аллаха услышал, как тот бранил своего брата за то, что он совестливый, стыдливый, посланник Аллаха сказал: не брани его, не осуждай его, потому что стыдливость от имана. От имана. И в другом хадисе говорится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: каждая религия, она пришла с каким-то ахляком, с каким-то нравом, каждой религии. И вот ислам, тот нрав, который принес на эту землю ислам, это и есть стыдливость, когда люди умеют стыдиться. И еще в другом хадисе посланник Аллаха сказал: то качество, то правило, которому призывали еще пророки до меня, оно гласило следующим образом: «Иллям тастахи фасна ма ши'та». Если тебе не стыдно, тогда совершай то, что ты хочешь, все, что ты хочешь. «Ятун был маса, ни телясан шунашля». Если тебе не стыдно, тогда твори, что хочешь. Вот это правило. То есть, получается, исходя из этого хадиса, Ибн Хайм говорит, стыд в человеке, то, что вот Аллах дал ему это качество, да, это великое качество, когда человеку стыдно, когда человеку совестливо, когда он стесняется, вот этот стыд является защитой, своего рода защитой человека от чего? От всех непристойных дел. Потому что если ему не совестно, тогда пускай совершает, что хочет. Вот именно стыд останавливает человека. Когда ему стыдно, он останавливает, вот это качество останавливает человека от многих непристойных дел. Поэтому это является, иншаллах, причиной прощения наших грехов и причиной того, что человек окажется, иншаллах, в раю. Потому что вот этот стыд, он обязательно, вот эта стыдливость обязательно будет побуждать его к благим делам. Благим делам. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он был таким стеснительным, что его сравнивали как? Вот эта стыдливость, стеснительность было у него больше, чем в молодой незамужней девушке. Посланник Аллаха более стыдился, чем вот эта молодая девушка. То есть посланник, да, у него в лице было видно, лицо краснело, да, но в то же время вот эта стыдливость, она не должна быть слабостью. Когда человек видит что-то непристойное, когда человек видит несправедливость, да, когда ему скажешь: а почему ты не остановил своего брата? Почему ты брата не поправил? Почему ты брату насихат не дал? Так мне вот совестно стало как-то. Я вот стесняюсь. Это уже слабость. Это уже слабость. То есть, когда стыдливость, стеснительность, она одобряется, а когда нет. Вот когда все это побуждает к благому и останавливает от непристойного, это есть действительно стыдливость. То, к чему призывает шариат. А когда наоборот, у человека, например, там жена ведет непристойную жизнь, да, а ему вот совестно сказать жене, да, это нет, это не совесть, это не стыдливость, это его слабость. Шупрек. Вот, это его слабость. А он говорит: так я же стесняюсь ей сказать, да. Там, или детям, например, там, дети у него ведут непристойный образ жизни, да, а ему вот как-то стыдно сыну сказать, что вот это же неправильно, улам, да. Нет, это его слабость. Поэтому поймите, посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, стеснялся больше нас всех. Больше нас всех. Он был более стыдлив, чем молодая, незамужняя девушка. Но каждый раз, когда он видел какую-то несправедливость, когда он видел какой-то зульм, он поднимался на минбар, и когда он ругал людей, у него сахабы видели, как вот эта артерия вот-вот уже, мы боялись, что она вот-вот лопнет уже. Он так людей всех приземлял, если надо. Поэтому мы должны правильно понимать, что такое стыдливость, стеснительность, аль-хая, которая от имана. Так ведь? Это не слабость ни в коем случае. Следующая причина: рида билляхи рабба, ва бил ислами дина, ва би Мухаммадин, саллаллаху алейхи вассаляма, расуля. То есть довольство
довольство Аллахом как Господом. То есть, когда человек доволен Аллахом как своим Господом. Доволен исламом как религией. И доволен Мухаммадом как посланником. Вот это есть причина следующая. И как передает Абу Саид, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто скажет «Радиту билляхи рабба», «Я доволен Аллахом как своим Господом», «Вабиль ислами дина», и «Я доволен исламом как религией», «Ваби Мухаммадин набия», и «Я доволен Мухаммадом как пророком», «Ваджабат лахуль джанна», для него рай станет обязательным. То есть он обязательно будет в раю. Это положение сердец людей. Когда сердце, оно довольно. Довольно Аллахом, как его создателем, как тем, кто дает ему пропитание, как тем, кто дает ему жизнь на этой земле, как тем, кто одаряет его благами. Он доволен Аллахом, как тем, который иногда лишает нас каких-то благ. Он доволен Аллахом, как своим Господом, как правителем небес и земли. Он доволен Аллахом. И он доволен этой религией, законами шариата. Он доволен исламом, как религией. И он доволен Мухаммадом, как пророком своим. Поэтому это состояние нашей души. И есть еще другой хадис. Почему-то автор, может быть, дальше будет этот хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, в этой книге не приводится: кто услышит азан и скажет «Ва ана ашхаду», и я также свидетельствую, что «Ан ла иляха илляллах», что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, что «Анна Мухаммад Расулуллах», и что Мухаммад его посланник, «Радиту билляхи рабба», и он скажет «Я доволен Аллахом как своим Господом, и доволен исламом как религией, и доволен Мухаммадом как пророком», «Гуфира ляху данбуху», ему простятся его грехи. Это в хадисе несколько риваятов есть, и ученые, немножко есть там небольшие разногласия, во время каких слов нужно говорить. Некоторые говорят, после азана нужно сказать эти слова, а некоторые, именно вот обращая внимание на начало слов, «Ва ана ашхаду», и я также свидетельствую. Вот эти указывают на это слово и говорят, что эти слова нужно говорить после того, как слышишь «Ашхаду алла иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах». То есть, когда муазин говорит эти слова, ты повторяешь эти слова, также ты говоришь: «Я также свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад его посланник», и ты говоришь «Радиту билляхи рабба», я доволен Аллахом как своим Господом, я доволен исламом как своей религией, и я доволен Мухаммадом как пророком, то ему простятся его грехи. Ему простятся его грехи. Вот, альхамдулилля, надо это практиковать во время азана. Аль-иттиба. Идем дальше. Иттиба, то есть это следование приказам, повелениям Всевышнего Аллаха, подчинение приказам Всевышнего Аллаха, его посланника. И Всевышний говорит, сурат Аль-Имран, 31 аят: «Куль», скажи, «Ин кунтум тухиббун Аллаха», скажи людям, то есть это приказ пророку, скажи людям, если вы любите Аллаха, «Фаттабиуни», то следуйте за мной. То есть за кем? За его пророком. Аллах Всевышний приказал пророку, алейхиссалату вассалям, чтобы он сказал людям: «Куль», скажи, «Ин кунтум тухиббун Аллаха», если вы любите Аллаха, тогда следуйте за мной. «Юхбибукумуллах», и после того, как вы последуете за мной, Аллах полюбит вас. Потому что есть люди, которые сказали: «Так мы любим Аллаха». Даже сказали: «Мы его дети, любимые», если даже были такие, так ведь? Но не пренебрегали, но очень сильно пренебрегали грехами. Поэтому Аллах сказал: если вы любите Аллаха, тогда последуйте за моим пророком. И только тогда Аллах полюбит вас. Поэтому смысл-то не в том, чтобы нам только любить, а чтобы Аллах нас любил. А чтобы Аллах нас полюбил, мы должны следовать его пророку. «Фаттабиуни», следуйте за мной, «Юхбибукумуллах», тогда Аллах полюбит вас, «Ва ягфир лякум»,
зунубакум, и простит вам ваши грехи. Валлаху гафурун рахим, воистину Аллах прощающий, милостивый. Сурат Аль-Имран, 31 аят. Также сурат Аль-Худжурат, комнаты, 14 аяте, Аллах Тааля говорит: «Калатил а'раб». Вот пришли бедуины. Бедуины а'раб — это бедуины, которые пасли овец, верблюдов, животных в пустыне. И они пришли к пророку, алейхиссаляту вассалям, и сказали: «Аманна, о Мухаммад, мы уверовали». Все, мы верующие, му'мины, мы уверовали. «Куль», а ты скажи им: «Лям ту'мину». Нет еще. Нет, вы еще не уверовали. «Валякин кулу аслямна». Нет, вы скажите: «Аслямна», мы просто покорились, мы подчинились. Мы только подчинились. То есть это было состояние набожности этих бедуинов. Они пока что в начальном этапе, они еще не понимали суть веры. Они не понимали многих вещей. Но так как люди последовали за Мухаммадом, так как он обещал всем рай, прощение, да, они решили последовать за ним, еще не понимая суть веры. Вот в Тафсире так говорится. И поэтому, когда они сказали, подошли к пророку Мухаммаду и сказали: «Мы уверовали, все, наши сердца покорились, поняли все суть имана, таухида», Аллах сказал: «Поправь их, скажите: нет, вы только еще подчинились, валямма ядхулил иману фи кулубикум», и пока вера еще не дошла до ваших сердец, пока не вошла в ваши сердца. И не надо думать такое только про бедуинов, да? И среди нас очень много братьев, сестер, которые, может быть, они пытаются жить по правилам, по законам ислама, но они не понимают еще суть многих вещей, многих постулатов веры они еще не понимают. Поэтому и пока что иман не вошел в ваши сердца, не дошел до ваших сердец. Если вы подчинитесь Аллаху, его посланнику, Аллах Тааля не погубит ничто из ваших благих дел. Инна Аллаха гафурур рахим. Воистину Аллах прощающий и милостивый. Поэтому Аллах простил и смилостивился над этими бедуинами, как в Тафсире говорится. Потом же они дошли сердцами до сути ислама, до сути веры, и они стали не просто теми, кто подчинились, да, Мухаммаду и последовали, а именно теми, которые поняли сердцем суть имана. Аль-адаб ма'a расулилля. Следующая причина – этикет по отношению к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Благой нрав по отношению к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Сурат Аль-Худжурат, 3 аят. Можете дома почитать с 1 аята, потому что именно с 1 аята Аллах обращается к верующим и предостерегает их, чтобы мы никого не ставили впереди Аллаха и его посланника. И в 2 аяте Аллах Тааля говорит: «Ля тарфау асватакум фаука саутин наби», и не повышайте свои голоса выше голоса пророка, алейхиссаляту вассалям, да? И никогда не разговаривайте с пророком так, как вы разговариваете друг с другом. Потому что пророк, он выше. Антахбата амалякум, чтобы ваши дела не оказались тщетными, тогда как вы даже этого не узнаете. То есть человек может потерять все свои дела. Все свои дела просто могут исчезнуть, да, оказаться тщетными, если он не будет придерживаться адаба, этикета общения с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И в 3 аяте Аллах говорит: «Инна аллазина ягуддуна асватахум инда расулиллахи улаика аллазина имтахана Аллаху кулубахум литтаква». И те, которые понижают свои голоса перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это те, кого Аллах имтахана Аллаху кулубахум литтаква. Аллах испытал их сердца богобоязненностью. Лахум магфиратун ва аджрун азим. И им
прощение Всевышнего Аллаха и великая награда. Сурат Аль-Худжурат, 3 аят. И здесь, конечно же, речь идет этикет по отношению к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хайян ва майита, даже если он жив и даже если он умер. То есть, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, покинул эту землю, нрав по отношению к пророку, алейхиссаляту вассалям, он остался. Он остался, и так же, как сподвижники должны были уважать пророка и соблюдать нрав, этикет в общении с пророком, алейхиссаляту вассалям, вся умма до конца света, они должны соблюдать нрав посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И это нрав аль-адаб ма расулилля, то есть нрав по отношению к пророку, это вера в то, что он посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вера в то, что он хатимуль анбия, это вера в то, что он печать всех пророков, и никто не может быть пророком после пророка, алейхиссаляту вассалям. Он печать всех пророков. И любой, кто превозгласит себя, объявит себя пророком, это даджал. Это даджал. Поэтому никто не может прийти уже после... Даже Иса, алейхиссалям, который придет на эту землю, он придет обычным мусульманином. Он не придет пророком. Он не придет пророком. Он придет обычным мусульманином. И аль-адаб ма расулилля, адаб в отношении к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, включает в себя вера в то, с чем он пришел к нам. Это сунна пророка, это любовь к сунне, это любовь к пророку, алейхиссаляту вассалям. Потому что никто из нас не сможет быть истинным мусульманином, истинным верующим, пока не полюбит пророка, алейхиссаляту вассалям, больше, чем своих родителей, чем своих детей, чем самого себя. Аль-ан, я Умар. Поэтому, когда Умар второй раз уже подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: я люблю тебя больше, чем себя, да, больше всего я люблю тебя, а потом только себя. Вот сейчас ты уверовал, посланник Аллаха сказал. Поэтому адаб в отношении к пророку, алейхиссаляту вассалям, да, это причина прощения наших грехов и причина того, что мы будем в раю, иншаллах. Но этот адаб мы должны строить и соблюдать. И соблюдать. Это любовь к Аллаху, посланнику Аллаха, это любовь к образу его жизни, это любовь к его семье, это любовь к его детям, это любовь к его сподвижникам. Как можно любить посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, делать ему салават и ненавидеть Абу Бакра, астагфируллах? Есть такие люди, которые восхваляют пророка и проклинают Абу Бакра. Абу Бакр больше, чем Абу Бакра, кого любил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Как можно любить пророка и ненавидеть Аиша, радиаллаху анха? Есть такие люди, Аллах сахласан. Это страшная вещь. Это страшно, поэтому мы любим посланника, мы любим его окружение, мы любим Хадиджу, мы любим Аишу, радиаллаху анха, мы любим Абу Бакра, мы любим Умара, мы любим Усмана, мы любим Али, потому что это были самые любимые пророком люди, и они были рядом с ним, когда ему было тяжело. И это самые лучшие члены этой общины. И вот это есть адаб. Это есть адаб, то есть этикет, благой нрав по отношению к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И еще один пройдем, нет? Та'лимун нас аль-хайр. Обучение людей благому. Обучение людей к благому. Каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал посланник Аллаха: «Инна Аллаха ва малаикатаху», воистину Аллах и его ангелы, хатта намлята фи джухриха, даже муравьи в своих домах, хатта аль-худ фил бахра, даже рыбы в море, ла юсаллуна аля муаллимин нас аль-хайр, ла юсаллун, то есть говорят салават, произносят салават, слова приветствия, аля муаллимин нас аль-хайра, учителю благому, то есть тому, кто учит людей к благому. Этот хадис сахих, раваху табарани. И что касается салавата, давайте сначала выясним это. Что такое салават? То есть мы знаем, что Аллах юсалли, Аллах делает салават. Ученые говорят, что салятуллахи аля абдихи фана. Когда Аллах за кого-либо говорит салават, то мы должны понимать это, что Аллах вспоминает и
восхваляет этого человека, называя его имя перед своими самыми достойными созданиями, перед ангелами. То есть, если Аллах за кого-то говорит салават, значит, Он вспоминает его имя и восхваляет его перед своими ангелами. А что касается салавата ангелов, если салават говорят ангелы, и вот здесь уже идет речь о насекомых, значит и другие животные, так ведь, и даже рыбы в море, то здесь идет речь, они просят у Аллаха прощения за этого человека. Прощение за этого человека. Поэтому в хадисе говорится, что тот человек, который учит людей благому, да, он призывает их к Аллаху. Он учит, чтобы люди намаз читали, субхана. Он учит, чтобы они тахарат брали правильно. Он учит людей, чтобы они Коран читали, учит буквам. Он учит людей, чтобы люди творили добрые дела, машаллах. Вот просто обычные дела, которым ислам призывает. Так ведь? Он учит почитать родителей. Вот пришел куда-то, собрал народ и говорит: «Фаля такулляхума уф». И не говорите своим родителям уф. Это аят. Уважайте, любите своих родителей. Он учит людей к благому. Так ведь? И вот этот человек должен понимать, что вот сейчас Аллах вспоминает его имя. Аллах вспоминает его имя перед своими ангелами. Аллах хвалит этого человека за то, что он учит людей благому. И он должен понимать, что безгрешные ангелы, они просят, обращаются к Аллаху и говорят: «О Аллах, прости грехи этому человеку». И не только ангелы, даже насекомые, даже какие-то муравьи, которые живут в своих муравейниках, вот эти насекомые, кого мы топчем ногами, так ведь даже они делают дуа за нас, если мы будем призывать людей к благому. Даже рыбы у нас нет, конечно, морей здесь, да, но мы должны понимать, что даже рыбы, которые живут в этих реках, да, река, которая течет по этому селению, возле этой деревни, да, в этой деревне человек пришел и призывает людей к истине, и даже рыбы вот в этой речке, они будут дуа за него делать, чтобы Аллах простил ему грехи. Это милость Аллаха. Это милость, которую Аллах одаряет, машаллах, кого? Тех, кто призывает к благому. И когда в одном медресе шакирдов отправили на практику, шакирды, они же там книг начитались, машаллах, там они хотят там работать, ну, если хотят, конечно, многие не хотят, да, я их как-то собрал, и мы их начали распределять. Ты вот поедешь в эту деревню, ты вот в эту деревню. И я вспомнил этот хадис. Я говорю: вы понимаете, вот на какой путь вы встаете? Вы понимаете? Аллах, вот ты поедешь сейчас в эту деревню, там, может быть, живут 100 человек, 200 человек, да, ты можешь собрать двоих детей. Ты посадишь их в мечети и будешь учить их, что вот есть Аллах, что только мы Ему поклоняемся, что Его есть посланник. Вы не забывайте, что Аллах будет вспоминать твое имя. Как тебя зовут? Вот так. Аллах будет твое имя вспоминать перед ангелами. Что вот мой раб, он собрал какой-то деревенской мечети, детей, и учит их добру. И ты должен понимать, что ангелы все будут просить у Аллаха за тебя прощения, и ты должен понимать, что вот эта маленькая речка, там, наверное, хотя бы лягушки есть, даже если рыб нет. Вот эти даже лягушки будут просить у Аллаха за тебя прощения. Вот эти собаки, кошки, воробьи, все будут просить за тебя дуа. Это разве не милость Аллаха? Многие ведь не понимают этого. Нам же все-таки дары нужны какие-то материальные. Вот кто-нибудь, если нам балеш принесет, конечно, вот это чувствуется, да, чувствуется. Вот они меня любят, да. А когда даже лягушки в речке за тебя дуа делают, машаллах, это разве не это? Это разве не милость Аллаха? Поэтому муаллимун нас аль-хайр, то есть человек, который учит людей добру. Учит людей добру. И учить людей добру — это причина прощения грехов. Это причина прощения грехов. Машаллах. И про это мы не должны забывать. И я, когда первый раз хотел рассказать хутбу, опираясь на этот хадис, я все-таки решил для себя поискать, в чем же причина. Почему даже муравьи за него дуа делают. Я начал искать у ученых в интернете, и, машаллах, один шейх объясняет это. Вот почему, говорит, даже муравьи. Это же Аллах приказал муравьям,
чтобы они за него дуга делали. Так ведь? Муравьи же просто так они не будут за тебя там дуга делать. А как его зовут там, да? А кто он там? Кто он такой вообще? Какого масхаба придерживается? То есть это же Аллах внушил этим муравьям, чтобы они дуга делали за него. И вот, машаллах, мудрость такая. Один шейх объясняет, а вот человек, говорит, когда призывает людей к добру, к благому, он же, говорит, объясняет им права всех созданий Аллаха, даже муравьев. Вот тот, который, например, с минбара призывает одну деревню, одно селение к благому, он же призывает, чтобы они соблюдали права не только Аллаха. Ведь ислам это не только права Аллаха, это не только права пророка, алейхиссаляту вассалям, это не только права родителей, это права и деревьев, и цветов, и насекомых, и даже муравьев, и даже рыб в речке. Поэтому они в знак благодарности за то, что он призывает людей, чтобы они соблюдали их права. Как? Разве нет прав в исламе, прав муравьев? Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел, что кто-то сжигает муравейник, он что сказал? Не сжигайте это. Это потому что только Аллах имеет право сжигать. Или тот пророк, приближенный к Аллаху, пророк, имя не указывается в хадисе. Мы про это читали с вами. Когда он решил отдохнуть под тенью дерева, и один муравей укусил его, и он, чтобы отомстить, наказать этого муравья, он разрушил весь дом муравьев. Он погубил. И Аллах Тааля не спаслал ему откровение и упрекнул его за то, что он из-за одного муравья погубил семейство муравьев. Поэтому права муравьев тоже есть. И поэтому они в знак благодарности делают дуга за муаллимин насаль хайра, за того, кто учит людей к благому. Следующий урок, иншаллах, начнем. Бина у масджид. Построение мечети. Так, одно предложение было. Вот вы как одобрите, нет, в завершении урока. Вот мы с вами много говорим, иногда пишут в WhatsApp, вот про пакет Яровой, так ведь? Был принят, и что миссионерской деятельностью имеют право заниматься только имамы, ответственные лица, и это касается и других конфессий. И есть случаи, когда привлекают и к ответственности, и штрафы выписывают, серьезные штрафы там, да. Вот если есть желание у вас, да, узнать вот конкретно, вот, что есть нарушение закона, что нет нарушения закона, вот мы можем пригласить здесь сюда юриста. То есть можем пригласить юриста, который вот именно он знает вот эти все правила, что есть нарушение пакета Яровой, закона Яровой, да, что не является нарушением, да, потому что вот может быть так, что вот ты сейчас на улицу вышел, кому-то про ислам рассказал, и тебя привлекли за это к уголовной ответственности, да, вот, чтобы такого не было. Вот есть желание, мы можем его пригласить. Я ему сегодня позвонил, я говорю, если что, ты придешь, ответишь на вопросы все, вот любой вопрос касается этого, вы можете задавать. Есть желание? Нет. Потому что, все как-то занимаются этим. Мы же призываем к одобряемому. Через WhatsApp отправляем, кто-то в контактах пишет, кто-то в Фейсбуке. Вот все эти вопросы можно задавать. Можно задавать. Есть желание? Нет? Если нет, то, пожалуйста, не будем приглашать. Просто я его попросил, он готов. Я, говорит, приду, он сам мусульманин, официальный юрист, он может нам все вопросы можно задавать. Все вопросы вот касаются этого. Поэтому, если есть желание, следующая среда у нас будет семинар для имамов. Я буду там. Вот если мы с вами договоримся в следующую пятницу. В следующую пятницу, вот вместо урока я здесь буду, начну, его представлю, и пусть он нам объяснит, что такое закон Яровой. Потому что мы очень часто начинаем искать юристов, адвокатов, когда уже нам за что-то уже предъявляют. Так ведь? Но это уже поздно. Поэтому лучше заранее надо быть предупрежденным. Так ведь? Нет? Польза будет? Нет? 15 человек не придет? Побольше придете? Потому что я думаю, это актуально. И, пожалуйста, пригласите братьев. Пригласите братьев. Здесь ничего криминального нет. Мы просто изучаем законы Российской Федерации. Так ведь? Это, альхамдулилля, нормально, и мы это должны знать. Я думаю, вот для имамов это особенно полезно. Для тех, кто занимается этой деятельностью.
Вот что касается, вот все там, напишите свои вопросы, сколько успеем, иншаллах. Ладно, тогда следующая пятница, иншаллах, в среду меня не будет. Поэтому даже если урок был бы, я бы в пятницу, вот поэтому пятница, давайте, 19:00 урок, после урока юрист, иншаллах, начнет свою проповедь о прощении наших грехов. Все, договорились? Вот братьям тоже скажите, что это очень важно. Очень много по WhatsApp пишут, поэтому Субханакаллахумма бихамди, шаду ала иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Джазакумуллаху хайран.